Давайте подытожим. Если есть какие-либо вопросы к нашим 3 спикерам, может быть, у вас какие-то есть вопросы, может быть, сами что-то хотите прокомментировать, мы готовы выслушать вас. Қазақша да, орысша да болады. Пожалуйста. Давайте активнее, ребят. Мы там не какие-то каратели. Мы такие же граждане, как вы. Мы хотим, чтобы были вы услышаны, мы услышаны. Мы проводим диалог. Колледжи между друг другом соревнуются. В одном колледже мы недавно были, колледж управления. 10 человек нам вопросы задали. Я думаю, что от вас хотя бы 5 вопросов мы наберем же, да? Да, тем более резонансная, тяжелая. Да. И как раз... А вы еще экономисты и юристы. Завтра люди к вам будут приходить с такой проблемой. Пожалуйста. Если есть тема, которая, так скажем, более схожая к этому, пожалуйста. Тағы да сәлеметсіздер ме? Менде бір сұрақ бар, ол 2-3 жылдан бері келе жатыр менің ойымдашы. Қонаев қаласын барлықтарыңыз білесіздер, жаңа ол туралы өздеріңіз айттыңыздар. Еліміздегі ең үлкен крупный казинолардың көбісі сол жерде. Енді мендегі сұрақ, сол казинолар не себепті жаппайды? Почему не закрывают? Ну вообще. Осы сұрақты бәріміз күткенбіз, сіздер сұрайды деп, шынында да біз айтамыз, лудомания жаман, игромания, бұл казиноның бәрі жаман адамдар, бірақ олар бар легальный. Осы туралы, жаңа мен айттым ғой, парламентте де үлкен әңгіме болды, осыларды шектеу туралы. Бірақ кезінде бүкіл Қазақстан бойынша сондайлар болды. Әрбір қалада легальный кәдімгі, Кейіннен осыны қауіп қатеріне байланысты көп жерде шектеу болды. Осы енді оңтүстікте тек қана сол Қонаев қаласында бар, осы Бурабайда бар ғой деймін. Бір-екі жерде ғана бар Қазақстан бойынша. Барынша шектеп, ол жерге сол белгілі бір жерге ғана соны сақтады. Ол жерде енді кәдімгі легальный бизнес, ол енді бір бизнестің бір түрі. Мен жаңа айттым ғой, Лас-Вегаста да бар, барлық жерде бар. Енді бұл да бір бизнестің түрі, бірақ мемлекет оны бақылау жасап отыр деп ойлаймын. Барлық жерде, ол жерде жаңағыдай бір левый дейміз ғой, ондай бизнес жоқ, барлығы под контролем, мемлекет соны бақылап, жасап, сөйтіп отырған болу керек. Енді кейбір адамдарының өзінің ақшасы болатын болса, соны белгілі бір жаңағы ойынға салып, бір ойынның түрі ғой енді. Ойынға салып, өзі сондай мүмкіндіктері болса, соған енді рұқсат беріліп отыр. Кәдімгі ресми рұқсат берілгені рас. Бірақ бүкіл Қазақстан бойынша бесконтрольный казино жоқ. Ол бақылаудағы казино деп айтуға болады. Мен жауабым осы. Енді шын мәнінде сұрағыңыз өте дұрыс. Неге бәрін жауап тастамаймыз, егер ол зиян болса деген сұрақ бар. Бірақ ол да бір сол рұқсат берілуге келісім болған болу керек деп ойлаймын. Бірақ мемлекеттік бақылауда ол. Сол менің жауабым. Да, я бы хотел дополнить, просто это же, как вы сказали, это бизнес, и бизнес, как вы понимаете, крупный. У него очень много денег, и они имеют влияние, во-первых, поэтому их вот так хоп закрыть нельзя. Там, как бы люди стоят за этим. Во-первых. Во-вторых, мы же тоже, как страна на политической арене, мы, Казахстан, вот сейчас президент делает очень сильную внешнюю политику, и мы как страна не можем просто исключить какой-то сегмент бизнеса из нашей страны. Это, например, у нас очень много инвесторов, людей, которые приезжают, приезжие иностранцы. Для них, понятно, что есть средний класс и высший класс люди, да, которые имеют деньги и они хотят в это играть, но мы не можем же не позволить, не играйте. Плюс такие люди платят огромный налог в республиканский бюджет Казахстана. То есть это прибыль для государства. Я считаю, что да, имеет место ваш вопрос быть. И из-за этого в Астане, в Алмате, как бы в таких крупных городах, где граждане живут, запретили. Но там, где, так скажем, вот те города, в которых сейчас есть, это же туристические города, так что туризм развивают. И чтобы это все развивалось равномерно, казино из-за этого имеет место быть в этих местах.
А вообще, да, правильный вопрос. Я думаю, что вот когда вы же юристы, вы же экономисты, когда вы вот встанете у руля, вы станете управленцами нашего государства, нашего бизнеса, можно этот вопрос еще раз поднять? Я считаю, что вот если действительно вы хотите так, чтобы в Казахстане казино не было, то это мнение имеет место быть. Андай вопрос, ол жерде мен естуім бойынша андай ограничение жоқ возраст жағынан ше, хоть сен несовершеннолетний бала бол, ол жерде выход $300 төлейсің и кіре бересің деді да. Мен ол жерде там барған адамдарды сөйтіп кездестірдім, сондай әңгіме естідім да. Поэтому мне интересно это. Спасибо. Вот представляете, какая информация? $300 платишь, и оказывается можно зайти это. Ну да, это прецедент по идее. А можно предложить эту тему депутатам, почему так? Депутатам можно, Да. мы обязательно сообщим. Потому что вот когда даже онлайн заходишь, даже 13-летние дети могут зайти онлайн и поставить ставки. Можем тоже поднять этот вопрос уже депутатам. Бұл мәселені предложить. көтереміз. Өте азамат жақсы сұрақ қойдың. Атың кім? Мирас, молодец. Жақсы, өте жақсы сұрақ, көңілімізде бар. Шында бізде Қазақстанда солай ғой. Оған бір не бар, жаңағы ограничение. Бірақ ана ақша берсе кіргізе береді деген сұмдық қой енді. Ага, жақсы. Атыңды айтып сұрайын. Аблайхан. Аблайхан. Это я на русском скажу. Я. Вот вы говорите про Лас-Вегас, там то, что там казино легальное. Ну, Лас-Вегас считается как крупный наркогород, поставщики оружия в Мексику или из Мексики поставщики наркоты. Вот если там, смотря как у нас, если считать, то финансов там больше, чем у нас намного. Ну, у них положение позволяет сходить в казино, поиграть ради интереса. Вот если бы у нас в Казахстане была бы такая же финансовая статистика, был бы у нас казино легальное? Да, спасибо. Я действительно думаю, Аблайхан, что проблема именно в обществе нашего Казахстана. Я же говорил, что только наше общество болеет лудоманией, прям болеет. Люди вот в Лас-Вегасе придут, вот, например, он богатый, он $1000 проиграл, он встал, ушел, о, спасибо, good game, говорит, good luck, типа, всем удачи, я пошел. И он даже не думает, блин, как это $1000 вернуть? Потому что ему нормально, он насладился от игры, он проиграл своим, типа, игрокам, своим коллегам, своим друзьям, может быть, даже незнакомым, ему это нравится. А у нас же нет, мы видим в этом заработок, мы видим в эту работу, начинаем какую-то статистику, так, Реал Мадрид последние 4 раза не проиграл, значит, скоро он проиграет, а Челси как играл в прошлый раз? Челси последний раз 2 раза 0-0 сыграл. Наверное, у них 2,5 меньше до голов будет. Мы же вот так же думаем же. Мы же хотим постоянно выиграть и в этом прибыль поиметь. Вот это проблема Казахстана. И поэтому, даже если мне в ближайшем будущем, Аллах Раса, Казахстан вырастет, будет большой страной, будут большие заработки у наших граждан. Мне кажется, эта проблема у нас в каждом человеке сидит. То есть это проблема общества, ее надо решать, это занимаются наши правоохранительные органы, наши депутаты поднимают об этом. Поэтому вы правильно подметили, в Лас-Вегасе, да, так, в Китае так и есть, да, в Европе, в Швейцарии, в Женеве, в Монтрео существует казино, но люди зарабатывают и люди тратят, и у них нету этой проблемы. Проиграл, выиграл, классно. Но он не ставит себе цель выиграть машину, накопить с 1000 тенге 5 миллионов. Нету такой цели у них. Кого-то обмануть. Да, кого-то обмануть, забрать деньги, там, спросить у друга, типа, дай мне 5000, я тебе завтра верну. Понятно, что он не вернет. Рахмет за вопрос, Аблайхан. Тамаша сұрақтар қойып отырсыңдар тағы да. Да, мало вопросов, но четкие, да? Жақсы. Міне. Қоя қойжан. Ат жөніңді айта ғой. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Еркебай. Юристсің бе, экономистсің бе? Юристпін. Юрист болып жатыр. Мен қойғым келген сұрағым, жаңадан бері айтып жатырмыз ғой, лудомания ауру деп. Сол ауруды емдеуге болады ма? Ұзақ уақыттан кейін, уже қарызға кіріп кеткеннен кейін. Бірақ сонда да адам ойнауды тоқтатпаса, ол ауруды тоқтатуға болады ма? Емдеуге Да, я думаю, қарсы болмаса орысша айтайын, я? Я думаю, что вылечить такого человека, который уже играет в азартные игры, можно, если с его сердца будет желание, если он уже поймет, что он все потерял и скажет: все, стоп, я хочу начать новую жизнь с нуля, с чистого сердца и намерения. Потому что у меня есть живые примеры, есть знакомые, у которых вот самая основная проблема – это лудомания, особенно вот у мужчин.
которые уже женаты, у них есть дети, да, и возрастное ограничение вот в этом нет. Есть, бывают и маленькие дети, которые, например, с 15-16 лет ставят, да, ставки, и есть мужчины, которым 50, 60, даже 70 лет тоже ставят ставки. Это от чистого сердца зависит от человека. Если он хочет начать новую жизнь и скажет тебе: все, стоп, мне надо растить детей, мне надо там уже поднимать внуков, мне надо там показать родителям, что я не такой. И это от каждого человека зависит. Главное поставить себе намерение с чистого сердца. Все, с завтрашнего дня у меня будет новая жизнь, все, я уже не буду ставить ставки, у меня будет все прекрасно и хорошо. Да, Ерке, я бы хотел на ваш вопрос дополнить свой ответ. Да, действительно, проблема есть, и ее очень сложно лечить. Например, лечить там, как я сказал, зависимость от веществ, синтетических и натуральных даже, ее легче, потому что ты просто отстраняешь здесь. А здесь проблема другая, человек не может вовремя остановиться. И здесь два пути, есть осознанный и неосознанный. Вот неосознанный — это когда ты до конца уже все проиграл, и тогда ты понимаешь: опа, моя жизнь уже все на дне. И тогда ты начинаешь, дно коснулся, и возвращаться. Ну, некоторые дна касаются, и дальше дна, и уже там летальный исход. Второе, это когда ты вот начинаешь проигрывать, вот, например, ну, в нашем понимании, примерно 200-300 тысяч, хоп, уже миллион уже. Люди начинают, друзья звонят: кайда, там тебя начинают звать, давай пообщаемся. Вот это вот, когда вот такой звоночек люди слушают, еще ты вроде бы не все проиграл, но уже звоночек. Вот здесь можно остановиться. Я думаю, что в этом плане и либо человек сам помогает себе, либо ему помогает окружение. Я, например, могу сказать: алло, я вот сегодня взял в кредит в Каспийбанке и 1 000 000 тенге проиграл. Сделай так, что, ну, скажи моей маме, там, я сам не могу сказать, там, например, вот так. Вот тогда можно остановиться. Ну и третий этап — это когда ты идешь прям в рехаб, реабилитационный центр. Реабилитационный центр вам профессионально сможет помочь тем людям, которые зависимы. Главное узнать. Человек, который играет, он никогда не скажет. Человек, который играет, у него характер как? Он начинает отстраняться, он становится один, у него перестает друзья, у него единственный друг — это вот его лудомания, его азарт. И если вы замечаете среди друзей, что кто-то так делает, то лучше помогите, потому что путь один проиграть все, а потом люди на себя руки накладывают просто, и все. Очень сложно вылечить данную проблему. Также я хотела добавить, вы, наверное, все смотрели фильм «Ауру», который недавно вот вышел. Никто не смотрел? Это... Надо глянуть. Да, там вот, видите, там... они же не могут же. У вас там ограничения. Же, просто да. Вот именно в этом фильме показали, что самое главное, вот человек, который зависим, он может быть зависим, например, не от игр, а от денег. Вот деньги. И тот мужчина, который вот был зависим от денег, ему никто не поддержал. Он ни у кого не спрашивал помощи. А чем это закончилось? Уже плохим, да. Вот видите, поэтому я думаю, что человек, он не должен бояться спрашивать помощи. Помощь это и поддержка — это самое главное. Спасибо. Ну, есть ли еще у нас вопросы? Жалпы жақсы дос таңдай білу керек қой. Достарың жақсы болса, еш уақытта ондай жаман жолға түсіп кетпейсіңдер. А кіммен қалай дос боласың, соған байланысты. Да. Дос таңдай білу керек. Конечно. Например, друг идет, там вечером его позвали на драку, он же скажет мне: пошли со мной, хоть постоишь, посмотришь там это. То же самое здесь, то же самое. Если вы видите, друг лудоманит, игры играет, тормози его. Иди родителям сдай, он тебе завтра спасибо скажет. Месяц-два не будете общаться, на год поссоритесь, но через год-полтора он придет и скажет: Арман, саған рахмет, что ты тот раз так сделал. А то бы я бы проиграл свою жизнь бы. Полностью. И никогда не идите за ним. Когда говорят же общество, человек один раз покурит или поставит ставки, и твои друзья также. Наоборот, мне кажется, будьте умнее, противодействуйте этому. Да. Ну, каждый сам пройдет через это. И лучше, что вы бы на теории поняли проблему, а не на практике. И на практике больно, ты сам почувствуешь, и это действенный урок, но это будет очень больно. В общем, я думаю, что наше мероприятие сегодня очень отлично прошло. Может, тағы сұрақтар бар шығар? Да, возможно. Бар ма? Есть еще вопросы? Бар ғой деймін сұрақ. Да, вот есть. Здравствуйте, мое имя Жанибек. То есть вы сказали, что в Алматы и в Капчагай есть одноименное казино, то есть легальное казино. В Алмате есть огромные баннеры, рекламирующие казино. Казино, то есть, которые легальные
у них же в обороте очень миллиарды там денег гражданинов. То есть куда уходят эти деньги? Есть легальные и нелегальные. Нелегальные, понятно, но то есть там какой-то человек может сидеть в Москве и там же из простого народа забирать хлеб. А легальные куда уходят все деньги? То есть легальное казино не платит ли налоги? У них в обороте очень много миллиардов тенге. Государство не может ли у них отнять эти миллиарды и тоже пожертвовать тем, у которых нет возможностей в плане здоровья или там тех же одаренных людей? Куда уходят все деньги? Ну, Қапшағай қаласын, жаңағы Қонаев қаласын ол не ғой? Местный бюджет дейміз ғой. Ол, өзі міндетті түрде бюджетке ол налог төлейді олар. Сол налог түседі. Егер миллиард болып жатса, миллиардта миллион, бірнеше миллион налог түседі. Қараңдаршы, вот шынында да өте қиын сұрақ қой. Мысалы, арақ сатыла ма? Барлық жерде арақ сатылады күндіз. Арақ зиян ба? Зиян. Оның ішкен адамда жаңа ертең бір нарушение жасайды, преступность болуы мүмкін, иә? Бірақ сатылып жатыр. Себебі ол да бір адамдарға қажетті нәрсе, адамдар ішкісі келеді, көңіл көтергісі. Мәселе соны нормально пайдалануда жатыр ғой. Арақтың бәрі тегін тұрса ішпейтін адамдар болуы мүмкін. Ал енді 10 мың, 20 мың болса да соны сатып алып, бар ақшасына соны сатып алып, ертең бір жерде жатуы мүмкін. Ондай да адамдар бар. Сондықтан адамның өзіне байланысты. Сондықтан легальный бизнес, жаңағы казино, ол сол енді бір потребность болғаннан кейін, ол да бір бизнестің түрі, жаңа айттық қой. Бірақ одан түсетін жаңағы налогтың бәрі бір басқа жаққа кетіп жатыр деп айта алмаймыз. Ол елдің бәрі біледі. Ол жерде казино бар екен, қанша казино бәрі учетта, одан налог түсіп жатқаны рас деп ойлаймын. Солай да, Арман. Солай шығар деп ойлаймын. Біздің енді компетенциямыздағы информация солай енді. Басқа информация мен мысалы бере алмаймын. Да, это уже, видите, надо задавать вопрос, наверное, более компетентным, так скажем, профильным отраслям, там, Министерству финансов, возможно, или Комитету госдоходов. Но это, если вы заинтересуетесь этим вопросом, вы хотя бы прогуглите, посмотрите, потому что мы не можем полную информацию дать, как казино платит налоги в бюджет. У вас же такой вопрос? Вот, ну, если действительно вопрос вас заинтересовал, вы можете на просторах интернета, я думаю, кое-какие справки навести. Ол сұрақта дұрыс. Мысалы, содан өте көп ақша түсетіні анық. Ол көп ақша түссе, Қонаев қаласы күшті болып кету керек еді, жайнап, мысалы, пока жайлап қана дамып жатыр, проблемалар бар, бюджеттен ақша бөлінеді. Но сол қаланы, чтобы поддержать этот город, он новый такой, областной центр новый, чтобы поддержать, это, я думаю, что налоговые поступления от казино, это тоже как бы поддержка для этого города. Ну, люди хотят платить, пусть платят, деньги поступают в бюджет. В конце концов, это выбор каждого. Если хотите играть, ну, у нас есть города, в которые можно поехать и играть, если у вас хватает ресурсов. Просто те же ресурсы можно было бы потратить на другие дела. Вот, например, вы юристы, пройти юридическую практику где-то платного адвоката. Там, если вы экономист, пойти с каким там, ну, я не знаю, поработать с каким-то партнером финансовым, какие-то курсы купить, параллельно IT выучить. Туда же лучше деньги тратить. В конце концов, пойти маме подарок сделать. Это намного легче, чем пойти играть, и потом это у тебя болезнь, и все дальше, все, что мы говорили сегодня. У нас регламент, к сожалению, не позволяет более уже задерживать наше сегодняшнее первое мероприятие, информационно-дискуссионную площадку. Я думаю, что отличные вопросы. Вашему колледжу спасибо. Экономическо-юридический колледж Симбинова 23. Спасибо руководству, которое предоставило нам возможность, нашим сегодняшним юристам, будущим экономистам первого курса. Да? Вам большое спасибо. С вами был Арман Махсуд, Алуа и мои партнеры Адилхан Мирза. Вам спасибо, что тоже сегодня согласились прийти, дать разъяснения нашей молодежи. Эта молодежь завтра станет у руля. Я думаю, что такие информационные мероприятия имеют место быть. Возможно, даже в некотором случае оно немножко скучное, но оно должно быть. Поэтому мы вот так специально разбавляем, специально проводим такие мероприятия при поддержке Акимата. С вами была Астана онлайн, диалоговая платформа. Большое спасибо. YouTube каналдан көре аласыңдар хабар. Да, мы выложим на YouTube на днях.
И можно... Күн Все, кто... кезет, Астана Да, онлайн, да? вопросы, которые задавали, вы увидите себя точно. Спасибо. Теперь все. Рахмет.